Z1000 SX. Игрушка не для каждого, потому что здесь 1043 кубических сантиметра. Если бы мне кто-то сказал раньше, лет 10 назад, что я такую пушку куплю, сказал: да ты что, убьешься. Но она выглядит так страшно, когда стоит. Но если ты на ней едешь, обычно адекватный мопед, классный. 2 фар-модуса. 2 режима. Можно в одном режиме чуть-чуть заглушить мощность мотора. Это вам помогает во время дождя. Это прям очень помогает. Я вот так попал в том году в сильный дождь. На магистрали ехал. Это было с самого Вюрцбург до Фульды в Германии. Такой кусочек трассы, 7, мощность двигателя приглушить. В принципе, круто. И также устанавливается на заднее колесо контроль прокрутки колеса, но это как она называется, вот этот контроль заноса, чтобы, то есть там есть 3 модуса. Есть полностью выключить, выкл, совсем выкл, что это называется, если совсем выключишь этот контроль, у тебя будет мотоцикл этот ехать как ниндзя 1990 года, то есть будет просто агрессивный и может колесо пробуксовать, можешь поднять передок, а так в принципе он как бы адекватный, то есть у него здесь вот эта вот игрушечка такая, вот такая вот. Да, кстати, я уже говорил в последнем видео, этот мопед прошел худо-бедно. Сейчас, если увидим пробег, там видно, нет? Я надеюсь, видно. Я не вижу ничего. Короче, вот здесь стоит пробег 7673. И как я говорил, уже датчик получает сейчас тепло с радиатора. И показывает датчик температуры на улице 38. Если бы на самом деле было 38, я бы просто сейчас умер в костюме и в каске. А так нет. 7600 я прошел на нем. В принципе, вот все чистенько. Здесь вот тормоза. Вот здесь вот жидкость тормозная. Вот это вот хорошая штучка, где то же самое стоит. Вот здесь вот Kawasaki. И вот крутишь ее сюда. У тебя 8 раз клик-клик делает. Вот здесь вот такие настройки. Вот где они. Вот эти крутишь. И это настраивается, как работает вот эта пружина. То есть мягче, тверже. Если ты ее выкручиваешь влево полностью, ну то есть резьба в правую сторону, как положено, да. И прям тем амортизации ты вот так вот, да. То есть если ты хочешь проехать за день 700 километров, это вот так вот делается сюда. Вот так вот берешь, так вот выкручиваешь, и пока она крутится. То есть вот так вот все. Дальше не крутится. В таком положении он сейчас он мягкий, ужасно. То есть на нем можно валить прям дальняк. Если ты закручиваешь его вот в эту сторону, вот так вот закручиваем. Ну-ка. Когда закручиваешь вправо до конца, ну, когда-нибудь до конца будет упор, у тебя до того становится твердая ходовая часть, вот это вот. Так что прям жесть. И на нем потом можно поливать на треке. Был в том году на специальная тренировка для мотоциклистов, и он у меня был как раз еще свежий. Пробег был 2 штуки. На этих тренировках учитель тренирует настоящих гонщиков, по идее. И здесь он тренировал нас, просто нормальных, обычных тренировал и показал, как правильно тормозить, чтобы не разбиться, чтобы, если ты вдруг будешь наливать или просто резко что-нибудь, у тебя ситуация на дороге поменяется, как это бывает. Когда ты едешь в повороте, у тебя лежит, вот здесь где-нибудь там палка лежит. Это мои, конечно, это ж никогда не шли с Kawasaki, это покупается отдельно. И это, кстати, не реклама, но могла бы быть рекламой. Вот здесь скоро будет вторая камера стоять, и тогда я буду записывать видео. Вот это вот колечко одето, здесь рюкзачок. В одном из видео уже стоит. Поехали дальше. Что мне здесь бесит в нем? Бесит то, что лак очень такой слабенький. Если ты неправильно что-нибудь начнешь его чистить, быстро будет тебе царапина. Здесь вот стоит большой кат. Сейчас видно его нет, там здесь вот стоит. И получается у тебя здесь главная подножка никак не может уместиться, потому что мешает катализатор, чтобы он мог выделять Евро 4. Вот, борт-компьютер, фар-модус, все это выставляется. Как обычно здесь дальний свет,
Вот эти штучки от фирмы Body Style. Это я уже сам поставил. Это, то есть вот здесь вот. Видно, нет? А, нет, вот здесь. Вот эта фирма. Они, как видите, они очень много забирают. Кстати, фишечка от спорттуриста. Вот так берешь зеркало, чпокс, второе зеркало, чпокс. Он тебе стоит в гараже. И не как у раньше было в 90-х годах. Зеркала были обшорканы. И вот так я сам делаю в гараж, когда заезжаю. И прям все отлично. Следующее, что есть. Следующее здесь. Вот она стоит. АБС, ТРЦ, КТРЦ. Это как раз эти настройки тормозов электронных. Минусы. Какой еще? Я что-то на минусах начал и забросил. Все, извиняюсь. Еще какой минус? А, минус еще вот это вот. Вот этот вот хлам. Вот этот вот. Он, наверное, скоро уйдет. Я надеюсь. Вот это, то есть, оно вроде бы как сделано правильно, когда на дальняк едешь там или под... Ну, если мы ее вот это уберем, здесь будет стоять другой какой-нибудь алюминиевый треугольничек. Это будет намного солиднее, спортивнее. Потому что я все равно не любитель дождей, так что надо убрать. Надо поменять этот колхоз, убрать кавасаковский и сделать что-нибудь покрасившее. И тогда будет мотоцикл совсем по-другому выделяться. Тормозной бачок, тормозная жидкость здесь налита. Да. Что-то она прям потемнело, что ли. Давно ее не видел. Нет, вроде нормально. Но ее все равно тормозную жидкость меняем раз в 2 года. Потому что у тормозной жидкости есть такое свойство принимать в себе сырость. И потом просто-напросто начинает у тебя сырость попала. Вот эти все шлангички начинают внутри коррозии идти. Мы поставили следующее. У нас-то время уже новое, дигитальное. Вот здесь такая штучка, открываешь ее. И там видно 2 гнезда USB. И это все система еще вот здесь вот все. Вот здесь все вот это колечко, вот это вот все вот так вот. Оно еще подсвечивается, когда у тебя свет горит. Ну, к самой интересной части. Самая интересная часть вот свет. Сейчас свет только вот здесь горит стояночный. Но если мы эту тему всю заводим, это заводится, это все у нас получается офигенные светодиодные глазки. Обе, горят они обе и всегда. Свет просто бомба. Откуда выходит вот этот вот брум-брум-брум. Вот эти вот выхлопные газы. Целиком и полностью. Так, мы еще обойдем. Сзади тормозной диск 1. Хватит. Редко пользуемся, но надо в городе. Спереди 2, которые прям, если тебе надо, могут бросить якорь, и ты остановишься, в принципе. Это, в принципе, уже как бы успокаивает то, что это все равно машина надежная. Заводская гарантия 2 года. Как-то принято. Можно продлевать, делает редко кто, потому что это не Дукати, это не Априлия или Альфа Ромео. Смысла не вижу на японских вещах продлевать гарантию иногда, если честно. Ну, это мое мнение, только мое мнение. 1000 SX, здесь стоит переключатель скорости, как меняешь. А, да, самое главное, щиток, мой щиток. Раз, два, три и спорт. Потом ты берешь просто так, нажимаешь ниже кнопочку, так, раз, два, три. И у нас опять спортивный турист, и все мухи опять здесь, они на тебе. Ну что, прокатимся. Съездим, заправимся сейчас. Так. Да, светофорчик, конечно, задремал. Наверное, скоро на пенсию пойдет. Его она открутит за такую плохую проведенную работу.
Ну что, погодка, конечно, шепчет. Я вот когда выехал с дома, думал, ну все, наверное, сейчас под тучку какую-нибудь попаду и буду мокренький. Но нет. По факту он свои 250 должен валить. Но раз это все-таки спортивный турист, цель его не в этом. И последний раз я еще раз убедился, что цель правда не в этом. Хороший пример вам приведу, потому что книжечка такая от Kawasaki, такая толстенькая, там, где все стоят данные от него, там, где от обозначения, где стоит кнопочка свет выключать или кнопочка старт мотоцикла, до таких технических данных, как там, я не знаю, кубатура мотоцикла. Ну, короче, там все до каждой мелюзги стоит в этой книжечке. И в этой книжечке я одну еще очень-очень-очень важную вещь нашел для меня, человека-туриста, который вот в пути иногда вот здесь с вами делится своими поездками или чем-то таким, фотографиями. Самая важная информация для меня была это примерное от Kawasaki допустимое расстояние, проехавшее на баке бензина. Как вы думаете, сколько на Kawasaki Z1000 SX можно проехать на полном баке бензина? Прям в нормальном режиме туриста. Не газ в палас, как некоторые любят делать. Это, я думаю, на 200 километров у вас все закончится. А вот именно сколько можно проехать. Умудрился я проехать на нем на 10 километров больше, чем стоял в документах, и у меня он не заглох. А в документах стояло, здесь должно высветиться. Короче, дело в том, что прикинул я так вот все вот по-математически, так вот, если в принципе ехать вообще офигенно экономно, то бак бензина на вот этом вот добром мопеде, вот здесь вот, может вот эту сумму вывалить. Прям правда может. Он предрасполагает комфорт. И это причем я когда проехал на нем на 10 километров больше, на 10, чем вот это должно быть, я еще между делом наваливал. Ну как наваливал, там чуть быстрее разгонялся, чем обычно разгоняешься. И из-за этого это тоже повлияло на то, что я проехал столько. То есть я мог бы уже в принципе на последнем туре моем проехать прям максималочку, прям выжать с этого бака по 95-го, вот этого, именно вот этого. Такие вот дела. Так что не говори. Ну и когда я знаю, допустим, я проезжаю где-то километров 300, я знаю, что у меня есть как бы резерв, но я все равно заезжаю на заправочку. Ух ты! Заезжаю на заправочку, заправляем под крышечку. И все как бы вот так вот, как вот сейчас. Проблема вот в чем? Нету главной подножки, как на нормальном мопеде. Получается, я мог бы залить сейчас, наверное, на 100 грамм больше. Какой 100 больше? Но так вот, хлоп. Все, закрыли. Так что пойду сдаваться, надо платить, надо снимать шлем. В Германию в шлеме нельзя заходить на заправку. Вот, смотрите, суббота. Вот у нас сейчас еще проблема тут с коронавирусом, кстати. Вот на заправке, кроме меня, никого. Это в субботу. Вообще жесть. Я в шоке. Это вообще такого... Раньше такого я бы даже представить себе не мог, но, как видите, есть.